2013 год. 12 ребят из Абхазии по заказу Министерства культуры приняты на учебу в знаменитый Санкт-Петербургский институт культуры. Первое время они кочевали из одной мастерской в другую, нигде не задерживаясь надолго. Когда Владимиру Фунтусову, доценту, кандидату искусствоведения, предложили стать художественным руководителем абхазской группы, он ответил: «Да, конечно». В моей жизни было два случая, которые роднили меня с Абхазией. Я бывал здесь еще при советской власти. Кроме того, со мной в аспирантуре учился Мукба, ваш режиссер. Это давно уже было, это году 79-й, наверное, конец 70-х, начало 80-х. И третий повод, наверное, тогда уже я предчувствовал, что нашим главным спектаклем станет произведение Фазиля Абдуловича Искандера, потому что в 1983 году мы с ним познакомились. И я был тогда режиссером в Ленинградском государственном молодежном театре на его пьесе. Тогда он приезжал на премьеру, тогда мы были знакомы. А мир тесен, и вот так по кругу жизнь замыкается. Все, и первый раз я увидел, как мальчики вошли в аудиторию, сразу к зеркалу подошли и стали поправлять прически. Я увидел удивительно красивых девушек, которых... вообще они очень красивыми выглядели поначалу. А поначалу, потому что поначалу мы по одежке встречаем, они внешне очень были красивыми, но внутренне, конечно, они были напряженными, неуверенными, разными, да? А потом, по истечении 4 лет, они стали красивые по сути и по форме. Путь, который прошли абхазские ребята за эти 4 года, сформировал в них взрослых полноценных артистов с великой школой за плечами. Бытовая наша жизнь складывалась удивительно интересно. Раз в неделю и 2 в неделю происходило что-то. Их вообще нельзя было оставить на 3 дня. Это все время какая-то забота. Елена Алексеевна Соболева, которая была куратором курса с российской стороны, 24 часа в сутки занималась ими как мамочка. А путь они прошли профессиональный, прежде всего, в традиции, берущие начало от Станиславского, в традиции школы Товстоногова, потому что я учился у Товстоногова, в традиции ленинградской школы театральной. Это профессиональный разговор, хотя для обычного человека это тоже понятно. Это живой театр. Они в значительной мере научились технологии и методологии живого существования на сцене. Это большая редкость сегодня. И имитационный театр заполняет все пустоты. За 4 года абхазская группа получила немало наград. У них есть 25 дипломов лауреатов различных фестивалей, 20 из которых международные. Они вышли в шорт-лист «Золотой маски» высшей театральной премии России. И Георгий Тараторкин, светлая ему память, прислал благодарственное письмо по этому поводу. Они сыграли в Москве для абхазской диаспоры. Посол принимал их у себя часа 2, исследуя каждую родословную. Удивительный человек. Игорь Ахба, просто он разговаривал как отец с детьми и прослеживал их генеалогию, то есть родственные все связи. Вспоминал, делился воспоминаниями. Потом мы сходили в Щукинское училище, где похожий курс учится, но младше. Затем они сыграли спектакль для абхазской диаспоры на абхазском языке у нас в Петербурге. А потом для всего института в финале. Дипломный спектакль абхазской группы «Джамхух сына Леня» или «Евангелие по-чегемски» стал лауреатом 10-го международного фестиваля «Современная петербургская драматургия» имени Андрея Толубеева. Произведение Искандера перевел на абхазский язык заслуженный работник культуры Абхазии Боча Аджинджал. Это есть еще великий весовщик нашей совести, наверное, с той стороны что-то было подсказано. Но, во всяком случае, как только мы определились с этим выбором, мы поняли, что у нас появился мощный, гениальный помощник. Если мы не ошибаемся, если мы работаем верно, он начинает нам помогать, потому что ребята говорили на репетициях, уже это про нас.
Мы говорили, да, это про вас, это про то, как вы не ходите на занятия, про то, как вы лукавите и, значит, пишете без пробелов или без тетрадки приходите на занятия. То есть там все, это гений, он написал все про всю нашу жизнь, и не только абхазскую, а вообще жизнь всего человечества. Но уж про абхазскую это написал в полной мере и исчерпывающе. Последние 2,5 года абхазские студенты регулярно выходили на сцену театра «Под самой крышей», и неизменно петербуржцы тепло принимали молодых артистов. Очень много сходного в менталитете абхазов и русских, это точно. Поэтому, когда у нас ребята вышли на большую сцену мюзик-холла участвовать в 9-м международном фестивале «Все народы Кавказа», концертные ансамбли в Петербурге, они с композицией «Любовь моя Абхазия», они в конце вынесли российский флаг и абхазский флаг. Зал рукоплескал. Петербургский зритель очень живо откликается. Их очень любят петербургские зрители, а они, в свою очередь, когда вас любят, вы будете гениально играть, правильно? Вот они очень красивые на сцене. И еще они, это так воспитаны. В живом театре все должны быть не массой, не массовкой, не труппой, а каждый в отдельности, крупным планом, и они все разные. Вот это нам удалось сохранить, их индивидуальность нам сохранить удалось. Уже сейчас некоторые выпускники задействованы в спектаклях абхазского драмтеатра. Других приглашают в Русдрам и Ткварчалский театр комедии. И, возможно, в следующем театральном сезоне, если дипломный спектакль абхазской группы будет адаптирован для большой сцены, все 11 выпускников снова окажутся на одних подмостках. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.